Урматтуу Маулен Сагатхан уулу, Бишкек шаарына кош келдиңиздер. Урматтуу делегаттар, Кыргызстанга болгон расмий сапарыңыздар биз үчүн өтө маанилүү. Сизди Казакстандын парламентинин сенатына депутаттарды шайлоонун ийгиликтүү өтүшү менен куттуктаймын. Кыргызстандык байкоочулар Казакстандын шайлоосу мыйзамдарына ылайык өтүп, эл аралык талаптарга жооп бергендигине жогору баа беришти. Алар эркин, чынчыл жана демократиялуу деп аталды. Сизге жана Казакстандын парламентинин сенатына пландаштырылган реформаларды, калктын жашоо салтын, сапатын жана бакубаттуулугун жогорулатууга багытталган адилеттүү Казакстанды куруу боюнча жаңы саясатты ийгиликтүү ишке ашырууну чын дилимден каалаймын. Уважаемый Маулен Сагатхан уулу, кыргызская сторона высоко ценит комплексный стратегический характер кыргызско-казахстанского сотрудничества, основанного на прочных исторических узах дружбы, братства, союзничества и взаимного уважения. В этой связи хотел бы отметить, что динамика нашего сотрудничества находится на весьма высоком уровне, и мы прилагаем все усилия для его дальнейшего всестороннего укрепления. В результате наших общих усилий закономерно наблюдался рост в торгово-экономической сфере, возродились культурно-гуманитарные связи. Эти позитивные тенденции оказали положительное влияние на нашу страну и всех кыргызстанцев. Уважаемый Маулен Сагатхан уулу, в прошлом году мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений. В эту знаменательную дату состоялись важные политические и культурные мероприятия двустороннего характера. Прежде всего, это официальный визит президента Казахстана, уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Кыргызстан, который придал новый импульс нашему сотрудничеству. Достигнутые на этой встрече договоренности в настоящее время активно реализуются сторонами. Кыргызская сторона настроена на дальнейшее укрепление и расширение политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений с Казахстаном, отвечающих интересам наших братских народов. В этом году ожидаются интенсивные двусторонние мероприятия на высшем и высоком уровнях. Нет сомнений, что ваш визит в Кыргызстан поднимет кыргызско-казахстанские межпарламентские отношения на новый качественный уровень. Считаю важным активизировать работу Межпарламентского совета, который планируется к проведению во втором полугодии 2023 года, возобновить практику взаимных визитов парламентских делегаций. Уверен, реализация вышеуказанных мер станет весомым вкладом наших парламентов в укрепление межгосударственных отношений. Құрметті Садыр Нұрғожаевич, өзіңізбен кездесіп, қазақ-қырғыз қарым-қатынасын дамыту мәселелерін талқылау мүмкіндігі үшін сізге алғысымды білдіремін. Алдымен сізге Қазақстан президенті Касым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сәлемі мен бауырлас Қырғызстан халқына деген жылы лебізін жеткіземін. Қазақ пен қырғыз ежелден іргелес қонған бір туған халық. Ол туралы кеше біз енді парламентте өте жақсы сөйлестік, әңгімелестік. Шын мәнінде қазаққа қырғыздан жақын ұлт жоқ. Біздің тіліміз де, дініміз де, тарихымыз да ортақ. Сондықтан біздің бауырластығымыз барлық салада жарқын көрініс тауып келеді. Және де осы бауырластығымызды, осы достығымызды дамытуға алдағы уақытта парламенттің мүшесі керек деп ойлаймыз. Осы бағытта жұмыстарымызды қырғыз әріптестерімізбен бастап кеттік. Уважаемый Садыр Нургожаевич, полностью поддерживаю и согласен со всеми тезисами, которые вы озвучили. В прошлом году мы отметили 30-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими независимыми государствами, но в целом это отношения между независимыми государствами, а отношения между нашими народами. Они имеют многовековую историю, и действительно я об этом всегда говорю искренне, с полным убеждением. Для казахов нет
ближе народа, чем кыргызы. Ну, фактически у нас все с вами идентичное. Это один язык. Мы вчера целый день на кыргызском, наши коллеги на кыргызском, мы на казахском разговаривали и полностью друг друга понимали, абсолютно до всех нюансов. У нас единая ментальность, единая культура, единые традиции, единое мировоззрение. То есть фактически мы можем сказать, что мы не просто дружеские и братские страны, мы самые близкие братские страны. Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении всестороннего сотрудничества с Кыргызской республикой. И сегодня, нужно сказать, наши отношения динамично развиваются на всех уровнях. И прежде всего в этом заслуга двух наших президентов, ваша, уважаемый Садыр Нурбежаевич, и нашего президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Хочу проинформировать о том, что со стороны парламентов двух стран мы также стараемся активно реализовывать поручения глав государств. В частности, в прошлом году, в июле, в Чолпан-Ате вы провели очень важную встречу глав центральноазиатских государств. Очень серьезные договоренности были достигнуты, подписана дорожная карта по укреплению сотрудничества между нашими странами. И в рамках этой дорожной карты есть пункт, который одобрили президенты по проведению первого межпарламентского форума государств Центральной Азии. И 9-10 февраля мы в городе Туркестан проведем первый межпарламентский форум государств Центральной Азии. Ну, почти все спикеры дали подтверждение стран Центральной Азии, и мы ожидаем кыргызскую делегацию во главе с Торага Жогарга Кенеша Нурланбеком Турганбековичем Шакиевым. Уверен, что это будет такой очень хороший, такой плодотворный форум, в рамках которого мы прежде всего будем обсуждать вопросы по исполнению поручений глав наших государств по укреплению сотрудничества в Центральной Азии, в частности, по активизации сотрудничества по межпарламентскому направлению.